как вы думаете, какой предмет важнее всего? Математика или русский язык? А может быть химия или физика? Но у этих ребят точно другой вариант ответа. В Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. Она завершает этот этап. Да, представляете, вот и прошли все 24 предметные олимпиады. Впереди нас ждет всероссийский тур. Кстати, по ОБЖ пройдет он в Уфе. На него съедутся победители со всей страны. Но всему свое время. Чтобы оказаться там, надо правильно ответить на все вопросы здесь. А что нужно сделать, чтобы попасть на эту олимпиаду? Ну, во-первых, нужно знать хорошо ОБЖ. Потом с этими знаниями идти к учителю ОБЖ и проситься на эту олимпиаду. Выбрать эту олимпиаду и хорошо написать. А как ты думаешь, ОБЖ это важный предмет? Да, мне кажется, это очень важный предмет, потому что там есть все, что касается нашей жизни, нашей безопасности. Тестировка знаний идет 2 дня. Сначала теория, а потом практика. Ведь это один из тех предметов, где знания должны быть подкреплены четкими действиями. 3 аудитории полны олимпиадниками. Оказывается, ОБЖ весьма популярный предмет. Немногие знают, но если ты, к примеру, собрался строить военную карьеру, то без знаний в этой области просто не обойтись. Почему ты выбрал именно ОБЖ? Ну, для военной сферы этот предмет очень важен, потому что он пригодится как и в военной сфере, так и просто в повседневной жизни. Спасать людей и спасти как раз самого себя. Как ты думаешь, что должен уметь каждый человек из курса ОБЖ? Ну, как минимум, он должен знать, как оказывать первую помощь человеку, как ориентироваться на местности. На уроках ОБЖ нам рассказывают о том, как действовать в природных чрезвычайных ситуациях, при опасностях на промышленных предприятиях и в целом знакомят с бытовыми правилами поведения. ОБЖ является практической дисциплиной, ведь никто не застрахован от утечки бытового газа, от пожара или от потери ориентиров в лесу. Ну и кто теперь усомнился в важности такой дисциплины? Дания Рамазанов, Азамат Даянов специально для Горы новостей.